Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, это проект Holiday Fashion, а это наша новая героиня, если я ее, конечно, догоню. Доброе утро! Хороший денек для перевоплощения, не правда ли? Правда ли? Может, сделаем перерывчик? Ну, давайте. Отлично. Фу. Фу. Да, с работницами детского сада было легче. А вы точно в детском саду не работаете? Тогда давайте поговорим. Диляра, а чем занимаетесь? Работаю в банке, офисный работник. Ну, кроме банка, много увлечений, один из которых это визаж и прически. Классические девичьи увлечения. Хотела бы изменить себя, потому что меняют других людей, а вот как бы касательно себя особо радикальных изменений не было. Никогда, ни разу в жизни. Ну, самое радикальное стригла в прошлом году каре. И чем это закончилось? А волосы отросли. И все. Еще я очень люблю КВН. Серьезно? КВН? Да. Таран, таран, таран. Я тоже раньше КВНом занимался. Я помню, стебельками белых роз Я наше ложе застелю. Стебельками белых роз твое ложе застелю. Я люблю, хочу, чтобы до слез, чтоб до слез люблю. Браво. Чего вы ждете от нашей программы? Чего жду? Ну, наверное, какого-то вдохновения, может быть, каких-то впечатлений, новых эмоций. И часто вам в жизни вообще нужны какие-то вдохновения? Ой, нужны очень часто, потому что я люблю во время путешествий всякие экстремальные аттракционы. И вот эта вот новая эмоция, она как-то переворачивает в какой-то момент жизни, понимаешь, все понимаешь под другим углом. Начинаешь на жизнь смотреть под другим углом. Может быть, этот проект – это тоже какое-то очередное такое вот… Приключения? Да. С Дилярой мы дружим уже более 12 лет, познакомились еще в институте. И вот раньше она была более смелая в плане смены стиля одежды, имиджа. Она такая была более яркая, экстравагантная. А вы шопоголик? О, да. Страшный шопоголик. Ну, страшно это в смысле, это болезнь, либо это удачно. Вы можете найти в магазине то, что, в принципе, другие люди не видят. В последнее время очень удачный, спонтанный шопинг. Вот это прям мое. Бегу, понимаю, что денег с собой нет, а вижу красивую вещь, я понимаю, что я без нее не уйду. Вот. Ну и Вы это вещь моя. Таким образом снимаете стресс? Да, совершенно верно. Стрессы часто происходят в жизни, и что, как не одежда, будет радовать девушек. Я очень надеюсь, что этот шаг, на который она решилась, действительно станет своевременным, привнесет в ее жизнь более яркие эмоции, положительные перемены, и она станет действительно женственной, то, чего ей на сегодняшний момент не хватает. Но сегодня вас ждет просто море радости, и предлагаю начать, пока меня насекомые не съели. Я в предвкушении готова. Поехали. Поехали. Диляра, ну, прежде всего, очень рада знакомству, очень приятно познакомиться. И то общение, которое было недолгое, произвело очень приятное впечатление. Немного знаю о вашей работе, о вашем образе жизни. Знаю, что присутствует дресс-код. Хотелось бы услышать от вас вообще, как вы одеваетесь, что вы любите, что вы вынуждены носить в связи с определенными требованиями к одежде на работе. В связи с таким образом жизни, что работа офисная, и уже более 5 лет работаю в офисе, дресс-код обязательный, строгий, это белый верх, черный низ. Даже когда с подружками ходим по магазинам, они говорят, давай платье, смотрят платье, а у меня сразу взгляд на рубашечки, брючки. Я получаю от этого удовольствие, я настолько привыкла к этому, что вот как бы уже не вижу себя без белых рубашек. Получается, что вы наслаждаетесь, получаете удовольствие от того, что вы носите, потому что, да, скажем, раньше вы не могли себе позволить это. Не могла в связи с тем, что немножечко другой вес у меня был, и я очень комплексовала по этому поводу. И весь мой гардероб был темных, черных, темно-синих тонов. Почему-то мне казалось, что это меня худит, и как бы это была ошибка. Мне просто надо было самой худеть, а не выбирать одежду, которая бы меня стройнила. Соответственно, это откладывало отпечаток на внутреннее мое состояние. Потом так получилось, взяла себя в руки, начала заниматься спортом. Это, конечно, очень круто, но у меня мнение такое, что женщина в любом весе может выглядеть хорошо. Главное подобрать правильную одежду. Поняла, мне очень нравится
цвет вашей кожи, и я думаю, что мы постараемся подобрать такой наряд, который будет ее подчеркивать и оттенять. Ну и, конечно же, мы сделаем вам новую стрижку, и вечером, я думаю, что ваши близкие будут в восторге. Я с удовольствием готова ко всему, целиком и полностью доверяю таким профессионалам, как вы. Владимир, волосы окрашены бытовым красителем. Я так понимаю, что будет очень сложно избавиться, но, как мне кажется, и не нужно избавляться от темного цвета, потому что он очень органично смотрится на Диляре. Хотелось бы поговорить про домашние красители бытового, да, плана. Проблема в том, что когда девушка дома окрашивает бытовым красителем, идет вот такая вот ерунда. Более светлый корень и более темная длина. От этого не избавиться никогда, потому что он идет в затемнение. Это происходит из-за того, что накладывается постоянно на длину? Да, это потому что на длину и одним и тем же красителем. Здесь нужно сначала здесь более аммиачным красителем, здесь более безаммиачным, просто питать волосы. Но так как наносят все одним, получается затемнение цвета. Но как бы мы не об этом. К сожалению, волосы, длина не очень подходит нам. Мы будем резать длину и просто сделаем один глухой, красивый, блестящий тон, темный. Вот мне так кажется, что не хватает объема. Как ты думаешь? Да, я согласен с тобой, Халида. Мы сделаем объемную красивую стрижку и сделаем красивый цвет. Мне сегодня хотелось бы выполнить какой-то стильный макияж, да, с акцентом и на глаза, и на губы, но я думаю, что акцент на губах должен проявляться не столько в цвете, да, на насыщенности, а сколько подчеркнуть красивую форму и объем. И, наверное, хотелось бы каких-то стильных объемных стрелок. Ты как считаешь? Да, подойдет. Единственное, что стрелки должны быть растушеванными. Также добавим контурирование и сделаем трендовый макияж. А также добавим хайлайтера и немного блеска. Итак, все собрались, все готовы, все в ожидании. Через несколько минут Диляра предстанет перед своими гостями. Давайте узнаем, чего же они ожидают. Девчонки, я так понимаю, вы близкие подруги Диляры, да? Как мне кажется, Диляра очень сильный, целеустремленный человек. Она отважно похудела, да? И, как мне кажется, следующим этапом в ее совершенствовании себя стало участие в нашем проекте. Как вы думаете, какие перемены могли с ней сегодня произойти? Чего вы ожидаете, проще говоря? Ну, хочется надеяться, что образ ее стал более таким легким, нежным, элегантным и романтическим. То есть вам кажется, что ей не хватало женственности, да, мягкости? Немножечко, да. Ну что ж, если все готовы, тогда встречаем Диляру. Такого образа у нее еще не было. Очень нежно, женственно, действительно. Я надеюсь, что этот образ придаст тебе самоуверенности, и чтобы также с легкостью, с такой воздушностью у тебя исполнялись в дальнейшем все твои желания. Я не могу отвести глаза от тебя, тебе очень это идет. Вот этот блеск появился наконец-то в твоих глазах. Я тебе желаю всю свою жизнь пронести этот блеск, вот этот вот сохрани вот это впечатление. И вообще супер, ты такая кремовая, ты такая сладкая, ты такая вкусная сегодня. Ну просто вот тебе очень идет, правда. Молодец. Диляра, ну вот пришел момент прощания. Надеюсь, тебе было очень комфортно с нами, и ты осталась довольна тем результатом, который мы добились. Более чем довольна. В одной из первых передач вы обронили такую фразу
после реакции очередной героини, что в нашей копилочке еще одно сердечко. Вот как бы знайте, что в этой копилочке сегодня еще одно сердце. Пополнение. Да. Я тебе желаю удачи, чтобы ты не останавливалась на достигнутом, всегда совершенствуй себя, но мы всегда будем рады тебе. Спасибо, взаимно. Как сказала Диляра, еще одно счастливое сердце в нашу копилку. Это очень приятно. Ну а если вы, дорогие друзья, решитесь стать участником нашего проекта, мы ждем ваши анкеты. Встретимся с вами в следующую субботу. До встречи!